Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии Мусхая. И смотрите, какая у нас сегодня красота. И хлеба, и сыры, и зелень, микрозелень у нас есть. Все потому, что у нас сегодня в гости пришла производитель местного хлеба и сыров Наталья Старостина. Наташа, приветствую. Добрый день. Да, познакомься, пожалуйста, с Добрый Семеном день. Тарбаховым. Семен мой постоянный соведущий. И, собственно, с чем ты к нам сегодня пришла, что будешь готовить? Сегодня я являюсь производителем крафтового сыра. Значит, сыр ручной работы из натуральных ингредиентов, из нашего якутского молока, коз и коров. Это вот сыры, халуми, сыр для гриля, рикотта, строчителла, бурата, моцарелла. Это вытяжные сыры. Это все... Моцарелла, кажется, я знаю, так. Где-то я слышал. Да, где-то я это слышал, да. Где-то я слышал. Да, это молодые сыры, это вытяжные сыры, это сыр для гриля. И также хлеб. Хлеб я готовлю ремесленный тоже на закваске, сдобы тоже, все на закваске. Я не буду спрашивать, сколько лет твоей закваски, потому что я недавно узнал, что, кажется, закваску там чуть ли не там годами хранят. Столетиями. Столетиями. Из поколения в поколение переходило, переходило, да. Передают. И, соответственно, ты тоже будешь так делать. Соответственно, думаю, да. Да, да. Ну, а сейчас что будем делать? Итак, сегодня... Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Вот. Сегодня мы будем готовить, так как хлеб, значит, будем готовить брускетту. На брускетте мы будем использовать локальные продукты. Это сейчас очень модная тенденция такая в ресторанном бизнесе, в пищевой промышленности, использование локальных продуктов. Семен, я думаю, вы Семен, это так? Семен, скажи, да, несомненно. В общем, мы сделаем типа севиче из чера, и все это выложим на брускетту. Точно так же у нас будет тартар из жеребятины. Это будет ну, тоже в общем, на это брускетте. будут, в моем понимании, это бутерброды. Да, это такой праздничный закусочный стол. Ага. Это то, что Который хозяйка может, да, перед тем, как, ну, как обычно, приходят гости, должны всегда опаздывать же, да? Пришел вовремя, дорезаешь салаты с хозяйкой, да? Аперитивчик и да, а тут поэтому закусочка. для помощников делается аперитив. То есть пока мужчины там в зале сидят, и девушки там столы накрывают, это такой аперитивчик мужской, ну и женский тоже в том числе. Ну да, круто. Ну, это будут вот прямо из этого всего. Да, мы все это будем задействовать. Ну, круто, и круто, будем готовить брускетту. Да, потому что выглядит и сладкую действительно очень хорошо. Круто, красиво. Как будто это на витрину там выкладывают. Муляж. Муляж, да, я только думаешь, блин, это реально вообще или нет? Реально. Да. Это все ручная работа, это все готовила я сама. Вот эти булочки, это вообще моя собственная разработка. Круто. Булочки. Ну что, с чего начать надо? Начнем, конечно, с рыбы и с мяса. Да, его надо вытащить. Давай я помогу. Мясо у нас вот оно. Я так думаю, рыбой займется. Рыбой займется Семен, потому что а мясом Наташа, а я буду задавать вопросы. Нож у тебя якутский. Да, вот якутский, да, вот. Возьми. Давай вот так сделаем, Петр у нас займется. Да? Ну ладно, Наташа, тогда сырочком. Да. Сырочком, да? Ну ладно. Что надо делать? Вы мне скажите просто. Значит, нарезаем рыбу тонкими слайсами. Давайте я... Покажешь? Да, вот так вот в полете покажу. Ну, в общем, надо это как, построгать просто, как строганину, что ли? Ну, на строганину толстовато будет. Толстовато. А то такие вот... Очень тонко надо, да? Очень тоненько, да. Это у нас получается какая рыба? Это чип. А тоже ребятина. Сверху пошли? Нет, стоп, не так. Хорошо, показывай. И просто такими тонкими. А, вот так прямо? Да. Все. Ну, мне Это кажется, тоже. Наташа, у тебя даже лучше получается, чем у меня. Правда? Ага. Тогда режешь сыр. Пожалуйста. Нет, давай, я, значит, Так. продолжу, скажем так. Именно так. Да, именно так. Хорошо. Мне надо помыть руки. Ну, все. Надо помыть руки. Получается вроде. Да? Нож, слава богу, острый. Так, я сейчас помою руки после рыбы. Так, давай тогда подождем. А я буду жарить халуми. Каждый занят своим делом. Да, каждый занят своим делом. Да. Халуми можно жарить целиком, это классическая форма в форме полумесяца. Дома я делаю так. Его еще Много надо? называют критским сыром, да? Да, кипрский.
Кипрский сыр. Я правильно делаю? Правильно все, да. Все, хорошо. Это получается он у вас уже отжатый, да? Потому что он же, если бывает, его перед приготовлением надо же в салфетке его подержать, чтобы лишняя влага вышла. Нет, он уже отпрессовался у Да, меня, да, да. потому что ну, некоторые телезрители не знают этого вот нюанса, возьмут, например, купят, когда не отжатый. А при жарке то он разбухает и форма ломается. Я не думаю, что у нас в Якутске есть не отжатый. В сыворотке? Наверное, бывает. Так, Так. получается, смотрите, мы делаем тартар. Вы на тартар какой лук используете? Ялтинский. Хорошо. Тогда это мы отложим. Мгм. Так, все, я включаю сковородку. Так. Вы там, ребята... Всё нормально. Так как у вас своя тема, вы уже нашли общий язык, но тем не менее у меня есть вопрос, Да. который наверняка интересен нашим телезрителям. Да. Скажи, пожалуйста, Наташа, как ты к этому пришла и как давно вот этим занимаешься? Потому что я знаю, что ты же, ну, как юрист. Ну да. Ну да. Ну и Ну да. что случилось? Вообще, начнем с того, что это, наверное, с молоком матери. У меня мама мастер-повар России. Это самый высокий разряд, высший разряд. Семен, Да. подтверди, да, Семен, скажи, да, несомненно. Так. Ну и вот из детства праздники, всегда очень много красивая Мне кажется, хватит. Или еще больше? Достаточно. 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 Да, рыбку Да, хватит. на 2 брускеты нам хватит. Все, Мгм. отлично. Мама привила, конечно, это. Ну и плюс, конечно, кто не любит вкусно поесть. Да. Это Любовь с к готовке, детства. да? Да, да, да. Мгм. То есть я уже готовила, конкретно так готовила. Первое, второе, третье компот уже с 5 класса Дома. дома. Ага. Да. Ну, тем более такой хороший учитель, и мама, и повар. Ну и по наитию, да, еще. И по наитию, да. Так, еще сковорода у нас. Нагреваем очень сильно, очень хорошо нагреваем сковороду. А потом, получается, ну, вышла замуж, уже как бы так конкретно надо же мужа же кормить. Кормильца-то надо Там кормить. Что говорили-то, путь через... Да, 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 да. через- И не через без этого, желудок, да. да, Я да. приготовила мясо по-французски, он такой, все, надо брать. Ага. И все, и женился на мне. Ну, надо же. С тех пор у нас не только мясо по-французски. И, в общем, такое хобби. Всегда готовила на праздниках с друзьями. Больше всех еды приносит Наташа. То есть там первое, второе, третье. Мгм. Потом, ну, дома, потом выезды вот в отпуск куда там. Все время у меня, то есть сходить в какую-то кулинарную студию, отучиться у шефа, это обязательная статья в моих поездках. В путешествиях. Да. Ничего себе, кто-то в море просто лежит, кто-то там что-то... А после активно моря тут. вечером можно, да. Да, и поучиться, да? Да, да. В Москве, ну, обучалась тоже очень много. Вот таких. А чему ты училась? А там тут разные курсы. Начинала я с Юлии Высоцкой. М. Ну, как бы это же все популярно было на НТВ по утрам, в воскресенье. Та, которая книжки пишет. Ну да. Ну, потому что у меня дома книжка есть. В это время, по-моему, супруге даже дарил такую Да? книжку. Ага. Мгм. Наверное, Да. наверное, да. Вот в кулинарной студии Высоцкой «Едим дома», по-моему, она называется. Да, И кстати. вот я прошла у нее абсолютно все курсы, какие есть. Стейки, там, рыба, курица. Можно я вилочкой? Да. Да, сподручнее будет. Мгм. Хорошо, я поняла. И Передайте, пожалуйста. Для вот этого. потом уже Они пошли тоже вот это такие. вот сюда, по-моему, Да, сложат, да, да. да. Это надо. Я измелю чуть-чуть на 2-3 части. Потом это уже пошли такие. Достаточно, думаю, да? Да, достаточно, хватит. Это мы отложим. Все, очень быстро двигаемся. Халуми, смотрите, очень плавкий сыр. Его можно готовить на гриле вместе с шашлыками на улице. Очень вкусный, молочный вкус, сливочный, оттеняется вкусом мяты. То есть классический вариант этого сыра, он с мятой. Можно с паприкой, можно с другими специями. Я предпочитаю с мятой, поэтому я готовлю то, что нравится мне. Навязываю свою точку зрения. Вот так вот. Обучалась, потом уже пошли чемпионы мира вот, по хлебу. Ну и плюс еще семейные такие нюансы. Это аллергики, дети. Так, нужна тарелка для выкладки, да? Так, Вот сюда, сюда. Нет, 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 я сюда выложу. Угу. прям туда можно. Да-да-да.
И, в общем, аллергик старший ребенок, и пришлось заниматься плотно таким правильным питанием. Ага, ну, Понимать то уже, есть что подбирать такое. диету и все прочее, да? Да, подбор продуктов, калорийность и так далее. Ну, там Ну, то жиры, есть углеводы. этим пришлось заняться волей-неволей, получается. чуть-чуть. Да, вынуждена в первую Вынуждена, очередь. да. В первую очередь, да. Пришлось готовить правильный хлеб. Вот я поехала к чемпиону мира Кислицыну Александру, но это был курс по венской выпечке. Это сдоба и наслойку. Я же проводила еще же мастер-классы в кулинарной студии здесь по итальянской, французской и греческой кухне. При выездах я прям обучалась. Так, Так, это вот можно так. Ну, буквально дело 2-3 минут и сыр И готов. все, сыр готов. Да. Мы его То есть это будем- уже закусочка уже можно, которую брать и сразу Да. хрум-хрум, да? Да. Ну, мы подождем. Да. Давайте мы все Можно это вот сделаем. сюда, да? Да? Ну, пока, да. Давай. Я помогу тебе. Вот сюда В пока общем, мы вот. положим. И приехала в Краснодар, очень такая мощная школа у Александра Кислицына. И очень дорогие курсы были. И он нам в подарок подарил обучение хлебу. И я человек, который приехал на слойку, буквально на второй день я уже поняла, все, я венской выпечкой заниматься не буду, хлеб мое. Прям пошло. Я подошла, обучал нас Дмитрий Павлец, он чемпион России по хлебопечению. А как становится? Проводятся прямо конкурсы Да? российские, да. Да, но В это же Красноярске вот последних 2 какой-то года. жюри есть или когда оценки ставят. Да. Ну, то есть Там это НИИ по хлебу субъективно. приезжают в Питере, Да? есть в Питере, в Москве. Какие-то есть НИИ по дегустаторы хлебу. берут, говорят, Обязательно. ну, это хлеб очень- Оцениваться внешний вид, да, ну, во-первых. Ну. Потом по составляющим. И, специалисты понимают, когда ты мякиш разрезал, ты уже видишь. Потом уже органолептические свойства. Мгм. Вот этот человек становится чемпионом и начинает свои курсы проводить и говорить, вот, ребята, вот правильно, Да. надо делать так. Кислицын вообще чемпион мира по кондитерскому. Это уже искусство начинается. Ну да, Да. где-то. Да. Круто, я даже не знал, что по Есть хлебу такое. бывает чемпион мира. Есть. Он проводится. По хлебу нет, по хлебу в России. Мгм. Это он юг России, он живет в Крыму и Масло оливковое добавляете? масло оливковое, в тартар, значит, мы добавляем дижонскую горчицу. А масло у вас свое, да? Да, я принесла. Дижонскую горчицу, черный дробленый перец. Такой, я люблю слегка островатое. Да? Можно я вмешаюсь в ваш процесс, да? Очень ароматный такой черный перец для стейка. Фракция очень хорошая. Вот. Раз. Потом. Достаточно, думаю, да? Да. Еще папочка. И немножко острого. Красный перец это уже такой острый, да? Да, чили. Чили. Да. А это для чего? А это для десерта. Петр, остро? Пусть. Ну, тогда я как вот для себя, да? Все. Так. Возьмем ложку. Сейчас, минуточку. Так, с мясом, по-моему, уже все, да, там смешать осталось. Все. А рыбку? Да, мы типа севичи я сейчас измельчу. Что такое севич? Севичи Это название делается из блюда. морской рыбы. Это такое средиземноморское блюдо. Сырое тоже. Да, тоже сырая рыба, морская. Ну, там нужно еще поливать это все лимонным соком. Да, лимонным Ну да, соком. лимонный сок, лайм Да. и все прочее, наверное, все эти Мгм, дела. Да. А мы сделаем такой, типа нашей индигирочки тоже. Просто слайсами порезали, чтобы быстрее все это было. Ну вот, училась ты, мастер-классы проводила. И что потом случилось? Ну и вот, значит, все. Я подошла к Павлецу и сказала, а не хотите ли вы в Якутск? Приехал, поставил мне хлеб, я там отучилась, все, и сразу же начала готовить. Привезла его сюда, мы провели в техникуме сервиса Мастер-класс. да, мастер-класс по хлебу.
и по сдобе. Вот. Так, нам нужна ложка. И в итоге потом дома я в выходные готовила прям на неделю хлеб. Себе? Себе. Ну, И соседям продавала. В чай-то соседей. ну да. Соседи сказали, не хотите хлеб? Да. Полезный, А не всё хотите ли вы хлеб? Ага. И все хотели. Ну, а мы Лук такие... добавляете? А? Лук. Лук, да. Лук. Какой белый? Давайте белый, да. Сколько? Классический. Как вам соломкой Да. или кубиком? Кубиками, наверное, очень мелкими. Так. А можно попробовать тартар? Да? Давайте. Скажу, может быть, что-то надо доводить. Хотя я думаю, что А посолили? соль. Соль нет. Соль. Соль. Вот, я что-то не видел, что вы не солили. И, в общем, мы такие любители сыра дома. И когда начались определенные обстоятельства и пропало с рынка очень большое количество видов сыра, я подумала, ну, хлеб. Хлеб, получается, почему бы не сыр? Ну да, как бутерброд. И поехала. Кстати, нет, я забыла, как раз это было обучение по хлебу в Краснодаре. И в Анапе я поехала в сыроварню, отучилась сыру. Это вот моцарелла. Это самые первые сыры, которым я обучилась. Моцарелла и строчителла буррата и халуми. Это первые мои сыры. Отучилась. Отучилась и начала готовить. Вот и готовила А дома. сразу начала получаться? У меня, да. Да? Нет, ну это вообще сложно, я не знаю просто, как это вообще все делается. Ну, примерно я представляю себе, но может же получиться, может не У получиться. меня были очень хорошие преподаватели. Ага. Хорошие преподаватели. То есть, Я которые говорили, выполняла- вот надо вот так, строгая технология. Да, строгая соблюдение. технология, строгие соблюдение. требования к молоку, к сырью исходному, плюс еще кое-какие профессиональные затраты в виде там, оборудования, Которые обязательно которые делать. обязательно нужны, да. Ну. Да. Ну, то есть они говорят вот так, значит, на выходе должно получиться Да, так. Ну, не да. у всех же получается, согласись. Или Возможно. как? Или как? Что нужно? Я так думаю, что у тех, у кого я обучалась, получается у всех. Те, которые Да, обучились, правильных людей и все прочее. Потом я уже, одну и ту же, халуми, буррата, моцарелла, строчителла. Отлично. И масло. Насколько я понимаю, Масло вот растительное. названия, они не только названием отличаются, они отличаются еще и этим же. То есть вкусом, структурой, я не знаю, еще чем-то. Конечно. Да. Ну, это одно семейство сыров. Ага. Я говорю о буррате, строчителле и моцарелле. Это ну, они вот такие- вытяжные сыры. Одно и то же сырное тесто, из которого строчителла это просто нити моцареллы, да, разбиваются. Вот оно заливается сливками натуральными, жирными, 33-35%. Моцарелла. Это вот как хлеб, Вы- как мягкий сыр, как будто намазывать, Это да? мягкий сыр, Да, да. ага. И потом готовится моцарелла, это кружочки, да, и из этого же теста буррата. Растягивается стрел. Моцарелла, по-моему, на пиццу еще делают, да? Или нет? Она тверже идет просто. Ага. Та моцарелла, которую мы едим, должна быть мягкая, а та, которая на пиццу идет, она потверже. Тверже, ага. Да. Халуми. Халуми тоже свежий молодой сыр. После сыворотки, когда стекает сыворотка с халуми, на сыворотке готовится рикотта. То есть там уже из... Безысходное Да, производство. безотходное производство. А потом на сыворотке готовится хлеб. Мгм. Короче, вот так вот. Короче, вообще все Да, безотходно. да. Теперь, значит, мы будем готовить... Уже Да-да-да. наши бутерброды. Или как? Брускетты. Да, брускетты. Как Да. режете? Давай это сюда, может быть. Это бородинские. Мы для бородинские приготовим тартар подадим на брускетте из бородинского хлеба и из тыквенного. Это похоже на нарезной, но... Нарезной батон, да. это нарезной, да? А есть... этим режем, да? Ты режь. Все. Мне кажется, вот даже вот этим можно. Ну, и режь. Да? Мне кажется, он должен справиться. Это тыквенный хлеб. Так, получается, как режете? Прям вот так вот, сантиметр. Как обычно. С семечками тыквы, да? Да, с семенами тыквы и с пюре тыквы. Тоже на... То есть монетизировать ты стала уже, когда поняла, До обучения хлебу я монетизировала уже вот эти вот курсы. Ой,
итальянскую, ну, как бы итальянскую кухню, французскую кухню и греческую. И поехала-то я, чтобы обучиться десертам. Я поняла, первое, второе я готовлю, а десерты как бы они Хотела для себя, для курсов. для курсов. Ну и для себя, конечно. Для себя. Ну, в первую Да. очередь для себя, для семьи, а потом это превратилось, хобби Да. превратилось. А хобби Уже в это работу. превратилось уже вынужденно, когда наступили ковидные мероприятия, и по юриспруденции начались проблемы, закрылись все суды, все инстанции. То есть мы сидели, Работа- просто сидели и ждали, Рабо- непонятно когда. работы вроде да, как нету. работы Да. нет, и Так. как-то А кушать ты дома когда, хотят? да, ты когда в потоке, Бог тебе дает прям тех людей, которые тебе нужны. Я познакомилась через соцсети с хозяйкой определенного цеха, с оборудованием, и она сдала мне. И 4 апреля 2020 года я открыла цех. И думала, ну так, пока вот неизвестно, когда вот эта изоляция закончится, Мгм. до конца изоляции я И буду на- работать. и И, начала в печь. итоге работаю до сих пор. Там же. А, уже свое? Нет, уже свое. Мгм. То есть То есть полностью всё оборудование. все оборудование полностью мое, помещение и так далее. Небольшой совершенно цех, но этого достаточно. И делаешь все сама. Делаю все сама. Да? А есть желание расширяться, может быть, там других работников брать, Есть сеть делать, там, я не знаю, или как? Сеть нет. Крафтовый продукт, у него есть один большой минус, и он довольно-таки большой, это стоимость. Ну, то есть, То как бы, есть сеть, не на широкую да, публику. да, это не на широкую публику, это определенный контингент, который, к сожалению, ну, финансово может себе позволить эти продукты. Мгм. Стоимость молока коровья 100 рублей. Натурально, Натурально, из-под коровы. Чтобы Натурально. получилось вот столько, Это, представляете, в 100 граммах сыра литр молока. Мгм. То есть уже Один в к цене? 10, а Да. остальное куда девается? Ну как, электричество, вода. Не, всё имею в виду. вот это. Ну, то есть литра молока из получается? литра молока Получается выход 100 сырного грамм, зерна 100 100 грамм. А, Все. Всё. Максимально от 10-13%. вот так. Все. То есть, 100 рублей это стоимость коровьего молока, а козье молоко доходит 200-250. То есть это очень дорогое удовольствие. Питаться правильно – это дорогое удовольствие. Ну, это действительно правильно. Сейчас же вообще, провокативный вопрос, сразу замечаю. Мы же говорим ПП, все говорят вот это. А есть приверженцы ПП, говорят, вот это вообще нельзя. Сахар белая смерть, соль белая смерть, кока-колу нельзя, пиццу нельзя, чипсы нельзя, что-то как бы это. Как ты относишься вообще к ПП? К ПП. Что это такое? Ну, вообще? не до маньячества. Мгм. Вот сейчас, например, тоже о хлебе. Пшеничный хлеб нельзя. Можно и нужно есть хлеб. Там клетчатка, Мгм. которая, простите, испокон веков люди ели хлеб. Да, Его хлеб просто всему нужно- голова. Хлеб Меня- всему меня так уч- голова. меня так учили. Потому что, как, хлеб нужно есть и такой, и такой. И там нет такого, что пшеничный не полезный, ржаной полезный, цельнозерновой полезный. Нет. Только- Надо правильно готовить из правильной муки. Технология. Вот эти вот дрожжи промышленные, быстро действующие, где за 2 часа у тебя уже и пирожки на столе, и хлебушек уже Да, готовый, да, да. и подъем стопроцентный. Это же было в прошлом веке. И очень плохо то, что вот именно в советское время культура питания хлеба, она сошла на нет. У нас, как думают в Якутске, хлеб должен стоить, ну, не больше 50-60 рублей. Ну, государственная программа. То есть Да, госрегулирование цен, да. Ну, не знаю, да. Там же есть идет возмещение же ведь, но Мгм. хлеб, та мука, которую покупаю я и так далее, он Это- даже и это- 160 не может стоить. Это другое, да? Это совершенно другое. Это высокое содержание белка и так далее. Ну, финал знает, что это такое. Специалисты разбираются. Ну, вообще, в советское время, еще с 30-х годов, когда на пост общественное питание вообще пришел Микоян, Мгм. очень все сильно поменялось. От начала хлеба, Мы сейчас даже приготовления. историю копнули. Так. Да, ну вот вообще, Да, если да, да. углубиться, Именно культура питания – это начало прошлого века. всё пошло. 1920-е, 30-е, и все пошло. Культура питания в России сошла на нет. С тех времен Другое. пошло у нас четверг, Да. рыбный день, Да, да. вот это Мгм. все. Стол номер 5, А, стол номер 17. Сдобные, вот получается, продукты питания, это все пошло вот с тех времен еще. А сейчас мы правильно популяризация. питаемся?
в целом? Нет, засилье еды с быстрыми углеводами, что приводит к ожирению, сахарному диабету. Должно и быть так длинные далее. углеводы, да? Вот в хлебе это углеводы долгие. Это те углеводы, которые переходят в энергию. Мгм. То есть, и когда вот, например, ко мне приходит женщина и говорит, ой, нет, я хлеб не беру, потому что я там на диете. Я говорю, а вы в курсе, говорю, что от хорошего хлеба, правильного, не Ой. толстеет. Он не откладывается на боках. Ага. Это уходит в энергию. Это аминокислоты и так далее. Это протеины, это то, что... Мне кажется, ну, я, например, так считаю, да, немножко это туповато, может быть, звучит, но если ты достаточно двигаешься, все, что угодно переходит в энергию. Генетика еще. Ну, И если не учитывать генетику, мгм. ну, давайте тогда питаться шоколадом. 3-4 килограмма шоколада, это, тоже же не очень- переходить границы. Ну, да. Газированные напитки, это тоже мощный всплеск углеводов, выброс углеводов в кровь. Да, тоже не есть хорошо, поэтому... Но на самом деле я не буду врать. Да, иногда я употребляю. Я очень люблю жареную картошку. Почему Я люблю маринованные вещи тоже. Ну, почему бы и нет? Ну, то есть без фанатизма. Без фанатизма, да. Хорошо. А есть какой-то топ продуктов, да, собственно, хит-парад? Обязательно овощи. Так. Ну, то есть мое меню в семье это обязательно белки. У меня еще ребенок спортсмен, поэтому как бы надо соблюдать это все. Да. В общем, нужны белки, это мясо, курица, может быть, грибы. Это обязательно фрукты, углеводы во фруктах, да? Клетчатка, это трава, это овощи. Обязательно мясо, обязательно крупы. И, и без сладкого, Желательно. желательно, да. Ну, иногда можно. Иногда можно. На улице, не дома. Не дома. Не дома, да. Пока мама не видит, да? Пока мама не видит. Ну, однозначно, деньги же берут, дети же берут на карманные расходы. Ну да. И это 100%, что они заходят и покупают те же конфеты и так далее, шоколадки. Есть у вас какое-то фирменное блюдо? Ну, либо вообще как выглядит примерный рацион вашей семьи? Давайте так, что вы едите каждый день на ужин? Да, каждый день, да. Каждый день И то, что завтрак, как едите по начинаете, праздникам. да. И по праздникам, да. Особо такого разделения нет. В общем, что мы едим? Так, сейчас подождите, позвоню мужу, да? Ну, в общем, обязательно салат, очень много овощей, обязательно. Супы 3 раза в неделю. И второе, много курицы, у меня дети очень курицу едят. Что-то из говядины. Второе. Красное мясо меньше, то есть получается. Да нет, не сказала бы. Дети, то есть иногда даже доходит до того, что детям курица, а маме с папой другое. Стейк. Не, стейки это на празднике. Дорогое удовольствие, тем более это мясо не найти у нас, да? Специально покупать, и оно такое не дешевенькое. Супы, второе, говядина, рыба тоже. 1-2 раза в неделю обязательно. Ну, никаких колбас, никаких этих там ветчина и всякое такое. Такое мы не едим. То есть все только натуральное, да, горячее, И вы приготовленное. говорили, что натуральное. сладкое не кушаете. И вообще. сладкое Не не едим. покупаете, точнее. И не покупаем вообще. Кушаете, но не покупаете. Кушаем в гостях. Каким образом они приходят, непонятно. Кушаем в гостях, когда это, ну, А как вы часто в гости ходите? я крайне редко. Ну, там, по праздникам. Раз в месяц, может быть. А может быть, раз в 2 месяца. На самом деле, вот когда ты привязан к хлебу на закваске, невозможно уехать куда-то и так далее. Особенно, когда ты находишься в Якутске. Это ежедневные кормления закваски. Ну все, достаточно, я думаю, да? Да. Хлеба. Хлеб же можно замораживать. Ой, какой классный нож. Хлеб же можно замораживать до 3 месяцев. Аккуратно, этим можно очень... Да, я уже поняла. Да. И берут у меня на неделю. Он, ничего страшного, он замораживается, Так. и потом
точно те же самые свойства у него, когда он разморозится. Все сохраняется. Абсолютно все Это сохраняется. уже как Помидор бы может подрезать пока? Да, Слайсами тонкими? да, тонкими слайсами. это научно доказано. Научно доказано, да. Очуметь. Есть Что очень это? хорошие А? НИИ Что? хлеба. Что замораживать и каться? Да, Да, вот такой единственное Любой хлеб только может так делать? любой. А, да ладно. Ну, на промышленных дрожжах, ну, не знаю, я не изучала свойства этого хлеба. Мне не интересно. Да и времени нет, честно говоря. В общем, вот. И поэтому берут на неделю, говорят нам, 4 булки бородинского, 4 булки нарезного, ну, предположим. Да. Но И- не зная, что, допустим, сегодня вечером уже Да, приготовится есть свежий определенные дни, хлеб. когда я готовлю хлеб. И есть социальные сети, где я предупреждаю, завтра будет то-то. Берем, заказываем, да? Стараюсь. Ну и в основном это Предзаказы, контингент только постоянники в основном. Редко бывает, что кто-то новенький пришел, но это одни и те же, которым я очень благодарна. Которые уже привыкли. Которые привыкли, которые следят за своим здоровьем, за своим питанием. Прям молодцы. Устраивает и все хорошо. Их все устраивает. да. Ну, то есть есть какой-то определенный объем производства и все. Ну, то есть больше, либо есть... Нет, можно было бы расширять, во-первых, проблема в специалистах, в работниках, простых линейных работниках. Более Но я так боитесь. думаю, что это должен быть семейный бизнес. И мой второй ребенок согласился, сказал, да, мама, когда я вырасту, я буду тебе буду. помогать. А, да? Да. А сколько у вас детей? 3? Трое. Трое. Ну, Ну, то уже. есть вы же говорите, что закваска передается из поколения в поколение, то есть, соответственно, младший будет, возможно, и пекарем тоже. Ну, пекарем не знаю, ну, Ну, то есть, по крайней как бы мере. закваской заниматься. Да. А хотели бы, чтобы он занимался? Я бы хотела бы хороших невесток, которые бы занимались. А, так, Да, да, хитро, да, да. да. Ага. Очень хитро. Так. Так, Значит, делаем выкладку. берем моцареллу. Простите. Аккуратно у меня потекло. Ладно, что я тут делаю? Так, Вообще круто. где-то, да, ну, то есть... Но с другой стороны, семейные опять-таки, ты, винодельни. ну, вот тут тоже вопрос такой психологический. Дашь ли ты возможность ребенку выбора своей жизни, да? Ну да, сейчас в наше мнейшее время, ну, то есть навязывание тоже не алло, да. Вдруг человек хочет айтишником стать, как все хотят сейчас. Да, сейчас Либо все там- крутые, все Либо там айтишники. хочет стать футболистом, не дай бог, да. Говорит. Ой, вы прям про моих детей. У меня старший айтишник, второй футболист. Да. Ну, я вот, все, И что мне как в бы, голову да, поэтому в хотелось первую бы, очередь конечно, пришло, ну, то заразить бы. Дальше что мы делаем? Так, дальше мы уже начнем собирать брускетту. И, Петр, можно халуму? Сыр. А, вот это, Да. о, господи. Так. Я тогда сыр вот здесь вот, да, порежу? Вот я, может, Да. пока отойду Да. с кадра. Семен, отдохните. Моцарелла тоже. Это прям искусство на самом деле. Наводить красоту, да? Да, наводить красоту и вообще создавать блюда. Вот так же, как и сыры. Мгм. Если ты знаешь микробиологию молока и вообще по штаммам, предположим, плесени же тоже разные, да. используются в сыре, дрожжи, то можно придать сыру фруктовый вкус, можно придать ореховый вкус, просто играть. Вот точно так же и в кулинарии. Это творчество, но без линейной работы тоже никак. В производстве. Что, конечно, иногда приводит к выгоранию, потому что стрессов очень много. У шефов абсолютно. Особенно. Особенно. Потому что да. я слышал, что это нервная работа. Абсолютно. Хорошо, тогда в связи с этим вопрос. Как вы отдыхаете? Тем более, что каждый день надо, а то и 2 раза в день надо закваской. Не происходит это как-то? Не превращается в рутину, что там такой думаешь, ну, день сурка какой-то такой. Было, знаете, период, но он длился всего лишь 2 недели, потому что жалко закваску же, да? Совесть все равно. Ты как бы столько Да, холили, да, лелеяли, и, и да, потом столько холить и лелеять, столько вкладывать в нее, и потом взять и 2 недели полежала, но я все равно ходила и кормила ее. Мгм. И потом просто заставила себя взять в руки и пойти. Да, есть периоды перегорания, Семен, согласитесь? Да. Но чувство ответственности и вообще все равно как. Так, ну что ж, дальше. Так, дальше сейчас уже у нас будет выкладка этого. Какие-то цветочки, фиалки пошли.
Анютины глазки. Кстати, они- очень много цветов швейцидовых. Настурция. Вот, кстати, Даже как... питония вроде, если не изменяет память, то она вроде тоже съедобная. Кушать можно. Петуния. Какой-то вид именно тоже. Может быть. Вот у настурции, вот оранжевенькие цветочки же есть, она прямо вот так вот Я везде знаю садят. кактус, агава. Не, почему из кактуса очень Текилу хорошая. превращается. а, Кушать же можно, а почему нет? В Питере есть бары, называются Элькапитес. Это, я так поняла, это мировая. Они же на этот, вот был Агава. гастрофестиваль в Сочи, и они именно на водке из кактусов обалденные коктейли были просто. И самое смешное, не попадешь. То есть заказывать место, кстати, бронировать в Элькапитес в Питере нужно как минимум за месяц-полтора. Таша, вы наверняка-то следите уже за своими коллегами, да, по цеху. Есть какой-нибудь, на кого равняетесь? Ну, то есть, может быть, какой-то там Кумир. кумир или там... В части панеттони, конечно, я создатель, это инновационные панеттони. Вот это? Да, Рой. Рой? Да, Это там кто? есть Рой Ричардсон, Мы- он создал вот именно технологию приготовления этих панеттони. То есть панеттони это вообще изначально итальянская Ну да. сдоба, которую готовят с большим содержанием внутри фруктов, ягод, которые готовят, которые готовят в Рождество. Но уже привили культуру, не уже, в Италии привита культура вообще питания, здесь масла же нету, да? Масло? Мгм. Мы же налили. Налили, да? Оливковое чуть-чуть было Да. добавлено, по-моему. Мгм. Ну, хорошо. Так, привита культура, они панеттони едят круглый год, Не только в Рождество. не только в Ну, Рождество. поняли, что вкусное, давайте, почему не каждый день, да? Да. Они же ценители всего вкусного. Ну, там вообще, конечно. Блин, аромат такой идет хороший. Так. И еще один. Вот это тыквенный же, да? Тыквенный хлебушек. Так, на него. По хлебу. Ну, по хлебу очень много. По сыру. Я училась у такого крутого учителя, преподавателя. Она выигрывала со своим сыром в Италии, заняла бронзу. Конечно, как можно дать... Первое место, конечно, была Италия. Второе место заняли французы. Третье место мой преподаватель Олеся Шевчук. Из России. Да, из России. Она открыла школу, и школа именно сыроделия Олеся Шевчук называется. Какой сыр для зрителей? Это сыр творожный, рикотта, Да, творожный сыр. которая похож. была Зачем она после халуми, готовится на сыворотке. Потом более такой, как сказать, влажный, это у нас... Это строчителла. Который со сливками, я помню. Да. Видно по текстуре, ну, для телезрителей, чтобы Да. посмотреть, что вот более Это суховатый, очень вкусный сливочный вкус. Очень вкусный. Так. Не, ну как закуска выглядит даже здорово и вообще... Это вот такой десертный более вариант. Так, уменьшим, да? Игрушку, да, положить Ага. сверху. Да. И у нас был мед. И медом еще, да? Да. А вот. Ой, отлично, супер. И цветочки. Или потом? А цветочки можно отдельно есть, они еще. Вот так, да? Ну, ладно. Это получается уже как десерт с чаем, да? Высокая кухня. Давайте уже пробовать. Да. Петр, давайте нам... Вилочки, да, наверное? Да, вилочки. Или ложечкой? Мне кажется, даже руками можно это же кушать. Да. Держите. Одна есть вилочка. Ну да, моцареллу, сыры, вилочку. Да, вот это кому-то... А вы ложечку, А да? кому-то ложечка. А вот еще вилочки лежат, да. А я руками возьму. Давайте. А сыр?
сыр вилочкой. У нас Да. получается здесь сын халуми что? Халуми? Тут мята вы говорите, да? Да, сыр халуми с мятой. Вот. Да. А я вот это возьму, пожалуй. Ну что, Я друзья, хочу сразу предупредить шефа, что первые 3 дня допускается скрип. Если вы едите халуми и есть скрип, это означает, что сыр свежий. Да-да-да. На 3-4 день скрип уходит. скрип, Да. да? Ну, когда ты его попробуешь, почувствуешь. Ну что, друзья, давайте действительно, как говорится, приятного аппетита нам, давайте попробуем. Давайте. Давайте. Все схватились за мясо почему-то. Ну, правильно, с мяса надо начинать. Смачно, Вообще. жирненько, вкусненько, полезненько. Да? Класс просто. Рыба пошла. Теперь рыба. Семен пробует сыр. Вообще мне очень важно мнение Семена. Очень. Семен, скажи что-нибудь эдакое. Так, халуми. Халуми хороший. Моцарелла мягкая. Мягкая. Ничего не пересолено, ничем лишним не переведено, как говорится. Нанизайте мне, пожалуйста, чего-нибудь. Давай, вот попробуй халуми. Как раз поймешь, почему он должен. Про какой скрип мы какой он говорим? должен быть, да? Да. Ну как чувствуешь? Вообще здорово. Давайте вот тогда разрежем. Якутским ножом. Да. Локальным ножом, да? Так, лучше вот Локальным чуть-чуть местным сбоку, да? ножом, пожалуйста. Так как Не. чуть-чуть. Вот, наверное. Вот. Моцареллу, да? Это бурата. А, бурата. Бурата. Ой, простите, пожалуйста. Я надеюсь, не оскорбил никакой сыр. Все? Ага. И... Давай я тебе вот Да. с помидором. Ну давай с помидором. Цветком, может? И цветком. И с анютиными глазками. Класс, друзья, Знаете, смотрите. И цветочек. Красота. Вот так. Строчителла на завтрашний день становится гуще. Да? Густее чуть-чуть. Ну, Да, ладно, густеет. теряйте. Ну, потому что сливки, там же сливки густые, они начинают густеть. Да, друзья, действительно, очень все вкусно. А Здорово. сладко? Я сейчас еще и С вот, цветком? вот это, да, Давай, опять, давай, цвет. опять с цветочком. Семен. Давайте. А с рыбой? Мы пробовали с рыбой? Да, я выбираю. А. Здорово. Вкусненько, да? Да. Молодец, Наташа. Да, Наташа, спасибо тебе большое, что ты сегодня у нас была гостем. Да, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие телезрители, хочу к вам обратиться, чтобы вы всегда следили за своим здоровьем, правильно питались и живите вкусно. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была производитель местного хлеба и сыров Наталья Старосина. Таша, спасибо еще раз большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Мы на этом, друзья, с вами прощаемся. До новых встреч, как говорится. Будьте здоровы и кушайте всегда, как мы. Просто вкусно. Вкусно. Здорово.